перед этими выходными Бог готов осыпать вас благословениями, включая идеальное здоровье, радость и счастье. Он объявил сегодня: «Моя дорогая». Понимая это божественное послание, приготовьтесь к чудесной помощи Божией. Стабильность вашей финансовой организации и богатство превзойдут ваши самые смелые мечты. Приготовьтесь к чуду, которое изменит вашу жизнь. Вы погасите свои долги, купите дом своей мечты и обеспечите свою семью так, как вы даже не могли себе представить. В марте 2024 года в вашей жизни произойдет что-то неожиданное и мощное, что повлияет на вашу деятельность, финансы, здоровье и отношения. Желаю вам и вашим близким всего наилучшего в этом праздничном сезоне. Вместо того, чтобы грустить, я веду вас к жизни, полной добра. Ваша история приносит чудеса благословений, чудес и бесконечной радости. Вы можете рассчитывать на то, что я облегчу любую боль, которую вы испытываете умственно, эмоционально или духовно. Пусть мир и честь будут дарованы вам. Моя миссия – открыть двери для улучшения вашей жизни. Если у вас проблемы с физическим или психическим здоровьем, знайте, что я великий целитель, который может вас исцелить. Я посылаю вам силу, мир и решимость, чтобы вы могли вести полноценную и полезную жизнь. Даже во времена скорби помни, что я Бог чудес. Что бы ни случилось, моя любовь к тебе бесконечна и неизменна. Я молюсь, чтобы моя любовь успокоила твое скорбящее сердце и принесла тебе радость. Ничто из того, что происходит в мире, меня не касается. Моя жизнь в 2024 году часто будет видеть славу Божию, потому что Он в моей жизни. Он никогда не оставит мою семью и меня. Пожалуйста, поверь, что мои обещания тебе, любовь моя, будут выполнены. Молитесь мне всем своим сердцем, ибо я Бог, совершенный ответ на ваши молитвы. На горизонте здоровье, процветание, любовь и вечный мир. Когда дела станут трудными, я буду здесь, чтобы помочь тебе найти силы. У меня есть потрясающий план на твою жизнь в 2024 году. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в поклонение. Когда вы полагаетесь на Божий план, я ваш автор. Давайте поклонимся и помолимся вместе. Небесный Отец, важно, чтобы я любил и прощал тебя. Ваша доброта дала мне еще один день, чтобы поделиться радостью с миром. Какой прекрасный день ты мне подарил. Это начало путешествия, полного новых захватывающих впечатлений и безграничных возможностей. Благословения, которые Бог приготовил для вас, необыкновенны. Они превращают дефицит в изобилие, трудности в успех, а тьму в ясный свет. В вашей ситуации произойдут большие перемены к лучшему. Ваше здоровье и финансовое состояние улучшатся. Пусть в вашу жизнь прольется много благословений и чудес. Вернуться можно в 2024 году. На небесах есть кто-то, кто любит вас и может вам помочь. Мои глубочайшие соболезнования, наилучшие пожелания и надежды с вами. У вас есть потенциал стать мощным агентом восстановления, исцеления и освобождения. Я превращаю вашу боль в силу, вашу неуверенность в принятии, а ваши проблемы в возможности для роста. Те, кто не прочитает ее, обретут восстановление и вечный покой.
получите благословение на их деньги и откроете двери возможностей для лучшей жизни. Бог устраняет все препятствия, уводя вас от борьбы и нужды к исцелению и изобилию. Молитесь о своих проблемах и заботах. Стих 1010 обещает, что Бог даст им вечный неописуемый мир. Эта тишина защищает ваш разум. Бог меняет ваши обстоятельства, освобождая вас от финансовых забот. Доверьтесь чудесной силе обновления. Пусть моя любовь окутает тебя, пусть моя исцеляющая благодать поднимет тебя, и пусть мое присутствие утешит тебя в твоем путешествии. Дорогой Отец, пусть эта предстоящая неделя принесет много радости, драгоценных воспоминаний, замечательных людей, благословений и замечательных результатов. Войди в мое сердце и освободи все, что не находится в гармонии с твоей божественной природой. Прямо сейчас, если с вами случится что-то плохое, будь то ваше здоровье, время, деньги или ваша семья, Иисус всегда ответит на зов. Я говорю непосредственно с вашим сломленным духом. Если вы читаете это и плачете, позвольте мне объяснить вам это сообщение. Я приготовил для тебя путь. Верьте, что Бог решит все проблемы в ваших отношениях. Утешайтесь, зная, что Бог с вами и поддержит вас, даже когда вы скорбите. Бог откроет дверь всему, о чем вы молились, принеся эпоху великого процветания, радости, любви и единства. Возлюбленный, помни, ты не оставлен, Бог с вами. Если вы хотите стать частью нашей замечательной святой семьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Для вас это может быть простой щелчок, но именно ваше поле любви и руководство ведет нас в нашем священном путешествии. Присоединяйтесь к нашей мирской семье и, наконец, станьте любимыми, зарегистрировавшись сейчас. Будьте религиозны, пришло время вашего успеха. Вы можете найти все, что вам нужно в Иисусе, Он один дает силу. Я даю вам еду, когда вы голодны, воду, когда вы хотите пить, и все, что вам нужно для счастливой и благополучной жизни. Если вы когда-нибудь почувствуете себя подавленным, я единственный, кто может исцелить вас и восстановить вашу любовь и мир, когда вы почувствуете себя потерянным. Следующие 3 дня будут очень захватывающими, поскольку вы начнете сезон, наполненный радостью, любовью и большим богатством. Вредные привычки, которые тянут вас вниз, исчезнут к выходным. Пусть успех, счастье, любовь и понимание наполнят вашу жизнь. Мы благодарим вас за то, что вы каждый день наблюдаете за нами и нашими семьями. Спасибо за бесконечные благословения, которые вы нам даровали. Пожалуйста, примите нашу благодарность за то, что вы сформировали нас своей великой любовью, которая привела к искупительной жертве Иисуса на кресте. В 2024 году вы откроете время обновления, перемен, процветания и чудес. Теперь пришло время начать все сначала. Преимущества, которые вы получите на этой неделе, будут утроены. Бог обильно благословит вас, если вы признаете, что это правда. В марте и апреле может произойти много хорошего. Каждое ваше решение – благословение для вашей семьи. Молитвы о финансовой стабильности, машине и любви были услышаны. Традиционные методы были заменены современными методами, открывающими инновационные возможности. Вы должны иметь отношение к изобилию, потому что Бог хочет, чтобы вы преуспели во всем, что вы делаете.
Ожидайте неожиданных финансовых потрясений на следующий день. Чудеса произойдут в вашей жизни, если вы поверите свидетельствам Бога. «Я всегда буду с тобой, любовь моя, и никогда не оставлю тебя одну в этом небесном доме». Если вы верите в Божьи обещания, независимо от того, проходите ли вы через физические трудности, умственные трудности или другие трудности, вы будете иметь все деньги мира, иметь лучшую работу, иметь более поддерживающие отношения. Учитывая удачное время и бесконечные публикации, я согласен. Я помогаю людям достичь физического здоровья, финансовой независимости, гармонии и свободы от зависимостей. К выходным, полным интересных открытий и новых захватывающих возможностей, вам следует хорошо подготовиться. Можно достичь удивительных историй, изобильной жизни, необычайной силы, бесконечной радости и вечного счастья. Имея лучшее здоровье, успешный рост и успешные результаты, вы можете видеть, что Бог не был обманут, когда сказал, что напишет неправильное и восстановит потерянное. Уничтожьте врагов и устраните препятствия для себя и своих близких. Я молюсь, чтобы эта неделя принесла много благословений и чтобы Господь услышал и ответил на ваши молитвы. То, как Бог благословит вас, превосходит ваши самые смелые мечты. С Его помощью вы превратите свою бедность в величие. Когда вы превращаете свои испытания в верную приверженность, а не уверенность в просветление, вы ощущаете безграничную ценность, вечный мир и божественное вмешательство. Бог посылает свыше ангела-хранителя, чтобы остановить проделки врага. Душевное спокойствие гарантировано. У меня есть друзья в этом бою. Вас окружает аура божественной защиты. Помните, что есть много других христиан, которые разделяют ваши убеждения. И если вы верите в ангелов, поскольку Бог всегда с вами, у вас есть Святой Дух, который будет сопровождать вас, укреплять вас и направлять вас на вашем пути. Бог удалил все плохое из вашей жизни. Выше приведены правильные выражения любви и богатства. Они пробуждают вас, и вы достигаете более высокого уровня счастья. Если вы хотите наилучших возможных отношений, имейте отношения с Иисусом. Никто не пострадает и не выздоровеет, потому что Бог наблюдает за ними. Я молюсь о чуде для каждого, кто просит чуда. Самый милосердный Бог может совершить то, чего Бог не может. Если сегодня пути нет, Он его найдет. Я молюсь за ваше физическое здоровье, богатство, семью, веру и финансовую стабильность. Дорогие друзья, прошу вас протянуть руку помощи нашей христианской общине. Пусть ваше ободрение и поддержка продолжаются, пока мы делимся Евангелием Иисуса Христа. Спасибо Богу, что подарил нам любовь и счастье. Аминь. Во имя Иисуса Христа я приношу духовное и материальное благополучие в вашу жизнь, что принесет восстановление и прогресс в ваших отношениях, семейных отношениях и финансовом положении. Также, хотя бы на короткое время, я могу превратить вашу жизнь в рай, построенный за 6 дней. Не забывай, что я занимаюсь изменением жизни людей к лучшему и творением чудес, мое дорогое дитя. Все, что вы видите вокруг себя, небо, земля, вода, горы, солнце и звезды, было создано мной. Ты мне очень нравишься, независимо от твоей расы, и ты очень много значишь для меня. Я люблю тебя глубоко. Бог, как верный спутник,
может открыть врата рая и дать вам благословение в нужный момент. Если вы любите Его, все ваши усилия будут благословлены. Мое исцеляющее прикосновение достигнет каждого члена вашей семьи, и чудеса произойдут, когда вы в них нуждаетесь. Пожалуйста, идя по жизни, помните мои слова. Во имя Иисуса с вами могут случиться плохие вещи, даже если вы находитесь на пути к славе, богатству, счастью и здоровью. Я могу защитить тебя от вреда и спасти, потому что ты находишься под моей божественной защитой. Мои благословения льются на тебя. Будьте открыты и примите их. Постарайтесь сосредоточиться на чудесных вещах, которые происходят прямо сейчас. Будьте уверены, я не единственный. Когда ты идешь, я всегда буду рядом с тобой. Проклятие было снято. Вы говорите, что на горизонте уже не за горами более сильный и обширный климат. Несмотря на многочисленные штормы, Бог всегда рядом с вами, обеспечивая все, что вам нужно. Будьте готовы встретить неожиданных людей. Процветающая система здравоохранения открывает путь к успеху и удовлетворению потребностей. Это время года, когда вам грустно и растерянно. Все благословения, которых вы желаете, включая любовь, хорошее здоровье и процветание, ждут, чтобы пролиться из небесных окон. Ваша работа, финансы, здоровье и отношения претерпят особые изменения. Я могу помочь вам встать на ноги финансово и эмоционально, позволив мне быть вашим проводником. Следующие 3 дня будут полны замечательных благословений, чудес и чудесных вещей. Даже если в данный момент это кажется безнадежным, верьте, что на этой неделе в ваш банк поступит много денег. Ведь чудеса случаются каждый день. 888 благодарим вас, если вы верите Божьему обещанию вечного счастья. Если вы устали от печали, потерь и безысходности, вам следует обратиться к Нему за важными благословениями. Кроме того, пусть 2024 год будет наполнен множеством благ, улучшением здоровья и финансовой безопасностью для вас и ваших близких. К концу этих выходных исцеления, которого вы достигли перед лицом всех своих болезней и смерти, будет поразительным. Благодаря своим уникальным навыкам я могу доказать, что нет ничего невозможного. Если вы полностью подчинитесь Его божественной власти, вы будете осыпаны многими благословениями от Бога. В эти дни мне приходится много работать, чтобы рассмешить тебя и наполнить твое сердце радостью. Ожидать полного выздоровления и выздоровления можно уже до конца этой недели. Хотя жизнь может быть трудной, март и февраль могут быть месяцами изобилия, успеха и возможностей. Приготовьтесь ко многим благословениям, любви и успеху. Пусть Бог заберет ваши заботы, боли и проблемы, и пусть вы будете благословлены крепким здоровьем, счастьем и миром. Правда в том, что теперь вы защищены от зла. Сэкономьте свою энергию, время, деньги и свою семью в центре Иисуса. Ваше сердце наполнится великой радостью, когда в вас вольются любовь, богатство и физическая сила. Улучшите свою карьеру, финансы, здоровье и отношения, как никогда раньше, с помощью этой трансформации высокого уровня. Наступает новая эра изобилия, свободы и процветания. Темные часы прошли, и вас воссиял новый свет. Сейчас настало время удовлетворить тоску,
потому что у Бога запланированы великие дела. Вам не обязательно быть агрессивным или идти на войну, чтобы получить крутые вещи. Ваши дела в финансовом отношении идут на поправку. Деньги как будто магнитом тянутся к вам и сыпятся ведрами. Молитесь об этом благословении и наслаждайтесь всеми благами, которые оно приносит. Вы готовитесь к благословениям, которых желаете, пока я восстанавливаю ваши поврежденные части. С приходом Твоего святого мира все страдания, тревоги, беспокойство и боль прекратятся. Вместо этого вы приносите исцеление, изобилие и любовь. Все, что вы потеряли, будет восстановлено, потому что я могучий Бог воинств небесных. Приготовьтесь к миру невыразимой свободы, процветания и изобилия. Посвятите себя поклонению Иегове, Богу вашему, и тогда, что вы едите и что пьете, ешьте и удаляйте от себя болезни. Я здесь, чтобы улучшить ваше финансовое положение, ликвидировав ваш долг, погасив все ваши обязательства и многое другое. Пожалуйста, поймите, что нет другого Бога, кроме меня, и Христос Иисус – единственный посредник между нами. Спаси, Иисус Христос, Ты видишь перемену на небесах, которой не хватает. Улучшение, чудеса и благословения обеспечат вам успех во всех сферах вашей жизни. Я заявляю во имя Иисуса Христа, что ничего плохого не произойдет с вашим здоровьем, вашим временем, вашими деньгами или вашими близкими. Бог творит удивительные исцеления, чтобы восстановить ваше здоровье, исправить разрушенные отношения и проложить путь к новым возможностям. Вы вступаете в период безусловной любви и большого успеха. Если вы послушаете это послание, в это время вас привлекут благословения и чудеса. На ваш путь будет послан поток благословений, мира и любви. Раскройте свои объятия и позвольте им окружить вас страстной радостью и непоколебимой верой. Скоро смогу напугать вас очень интересными темами. Обязательно получите неограниченное богатство, крепкое здоровье и необыкновенный успех, соединив это. Пройдет немного времени, прежде чем вы поддадитесь сильнейшему стрессу, гневу и бессонным ночам. Вас ждет множество благословений, включая хорошее здоровье, изобилие, счастье и беспрецедентное счастье. Молитесь, чтобы эта неделя принесла благословение и мир вам и вашим близким, чтобы вы нашли прочное решение того, что ищете, и чтобы вы доверяли Божьим планам для вашей жизни. Проблемы могут остаться в прошлом, а ваша жизнь может быть полна благ. Я приношу вам особые вещи, такие как чудесные благословения и улучшения, чтобы обеспечить вам успех и процветание во всех сферах вашей жизни. Спасибо за все, что вы сделали. Сегодня утром наш день не начался бы, если бы ты нас не разбудил. Считается, что чудеса случаются в нужное время. Пусть вы также получите много благословений, таких как хорошее здоровье, счастье и трансформация. Ты благословил меня прекрасной жизнью, Отец, и я живу жизнью, наполненной всеми благами жизни, включая изобилие, отличное здоровье, бесконечное счастье и бесконечную радость. Если вы хотите счастья, успеха и многого другого, сейчас самое время сделать это. Бог так добр, Он даст вам так много денег, что вы даже не заметите, что они придут. Вы увидите, что ваша жизнь полна благословений, а ваши проблемы остались в прошлом.
К концу выходных отношения с моим Сыном Иисусом Христом станут более важными, чем любые другие ваши отношения. Он спасет тебя, искупит тебя и будет рядом с тобой, когда твое сердце будет разбито. Даже в ваш самый тяжелый час Он будет источником утешения. Вы можете видеть в нем символ надежды. Если вы примете его всем сердцем, он никогда не причинит вам вреда. Давайте обсудим эти детали вместе. Великий человек, ты мой избранник. Я отдаю тебе все. Будучи здесь, ты прощаешь меня как мой Господь и мой Спаситель. Я призываю вас сыграть свою законную роль в моей жизни. Знайте, что в следующем сезоне вас ждут особенные события, поскольку вы начинаете новую главу своей жизни. Переход от чувства подавленности к успеху во всех сферах жизни – это путь, наполненный успехом за успехом. Будьте готовы к следующим изменениям в вашей истории, поскольку Бог изливает чудеса, изменяющие жизнь, благословения и финансовую поддержку в вашу жизнь. Божья воля состоит в том, чтобы вы были радостными, молитвенными и благодарными за все через Христа Иисуса. Примите любовь, исцеление и благословение, которые в свое время придут к вам и вашей семье. Приготовьтесь удивиться чудесным изменениям, которые ждут вас в ваших отношениях, здоровье, финансах и обязанностях. Даже во времена неопределенности Бог принесет радость, руководство и утешение в вашу жизнь. Помните, Бог понимает вашу боль, физическую, эмоциональную или духовную, и Он продолжает трудиться для вашего блага, даже пока вы спите. Давайте вместе помолимся о силе противостоять трудностям и преодолевать их с непоколебимой верой. С нетерпением ожидая предстоящих дней, наполненных радостью, чудесными событиями и уникальными результатами, давайте возблагодарим удивительную красоту природы и покажем руку Бога во всем творении. Знайте, что грядут благословения, в том числе больше денег, возобновление отношений и улучшение здоровья. Доверие к Божьему плану для вашей жизни и знание того, что Он всегда будет с вами, превращает испытания в победы, а страдания в радость. Через молитву и веру ожидайте дождя божественных благословений, которые принесут процветание, любовь и мир в вашу жизнь. Будьте тверды в своей вере в то, что Божья любовь и сила поддержат вас даже во времена слабости. Возложите свои заботы и тревоги на Него и наблюдайте, как Он превращает вашу борьбу в победы. Под руководством Божьей любви вы испытаете преображение, превосходящее ваше воображение, наполненное радостью, изобилием и вечным единством. Откройте свое сердце, чтобы получить благословения, которые Бог приготовил для вас, зная, что Его планы предназначены для вашего величайшего блага. Поскольку Бог творит чудеса в вашей жизни, приготовьтесь к чудесным благословениям, которые вас ждут, включая исцеление, процветание и радость. Сохраняйте надежду, сохраняйте уверенность и оставайтесь связанными с Божьей любовью, потому что Его обещания истинны, а Его благословения бесконечны. Молитесь вместе, Господь, потому что ни одна проблема не сможет преодолеть еще один день. Ваше присутствие приносит много хорошего, и мы благодарны за ваше исцеляющее прикосновение к нашим душам, разуму и эмоциям. Чтобы спастись, нужно исповедовать, что Иисус – Господь, и верить только в Его воскресение. Я могущественная сущность, которая может принести восстановление, здоровье и спасение. Я могу полностью изменить твой образ жизни.
Оставь свои заботы и проблемы в прошлом, ведь я всегда могу принести тебе счастье и успех. Возможно, это позволит нам продолжать делиться Евангелием. Когда вас одолевает отчаяние и печаль, благословит вас Бог. Спасибо, будьте сильными и смелыми, зная, что Бог всегда с вами. Бог говорит, что чудо приближается. Вам удастся ответить на приглашение Иисуса, и ваши ангелы-хранители направят вас к лучшим возможностям. Вы отправитесь в путешествие большого роста и бизнеса, которое повлияет на все сферы вашей жизни. Сохраняйте непредвзятость и будьте готовы приложить усилия, это нелегко. Во время получения степени важно быть морально и эмоционально подготовленным к этому периоду, потому что он может быть долгим. Другие изменения одновременно интересны и сложны, но могут улучшить вашу жизнь, в конечном итоге дать вам больше ясности. Готовясь к поездке, вы можете воспользоваться множеством преимуществ, которые сделают вашу жизнь красивее во многих отношениях. Продолжая идти по этому пути, вам откроется множество возможностей. Проверьте, не открыли ли вы новые навыки, о которых раньше не знали. Столкновение с новыми проблемами приближает вас к тому, чтобы стать тем человеком, которым Бог задумал вас видеть. Посмотрите это видео до конца, и чудеса будут с вами. На ваше финансовое положение, а также на ваше психическое, эмоциональное и духовное благополучие повлияют эти льготы, которые, по-видимому, представляют собой смесь бумаг. Эти качества полностью изменят вашу жизнь. Вы можете подумать, что эти благословения сильно отличаются от тех, которыми они были в прошлом. Они покажут вам мир так, как никто другой, так же, как ваша душа показывает им мир. Они дарят вам счастье и удовлетворение, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего успеха, вам необходимо использовать правильное позиционирование. Я поражен силой, которую вы распространяете по всему миру. Я очень благодарен за возможность увидеть это. Нам нужна ваша помощь в создании этого видео. Пожалуйста, наслаждайтесь и делитесь им. Ваши усилия, очевидно, имели большое значение, и если вы согласны с Богом, вы приняли вечное решение распространять радость и любовь. Ваши усилия доказать это не прошли даром. Мы очень рады, что вы всегда ставите потребности других выше своих собственных. Очень мотивирует видеть, какое положительное влияние ваши позитивные отношения и активное участие могут оказать на окружающих вас людей. Никто не должен удивляться, узнав, что этот навык стал лучше, чем когда-либо. Видеть положительное влияние вашего позитивного настроя и усердной работы на окружающих очень мотивирует. Учитывая качество вашей деятельности, вы должны знать, что бизнес меняется. Продолжайте в том же духе. Один из способов показать Богу, как сильно вы заботитесь о нем, это дать ему в качестве благодарности $100. Нам следует быть осторожными, когда мы говорим, потому что то, что мы говорим, может изменить нашу жизнь к лучшему или худшему. Поскольку слова могут изменить нашу жизнь, мы должны быть осторожны с тем, что используем. Поскольку мы говорим, нам приходится торговать нормальной работой нашей окружающей среды. Мы посылаем энергию и звук в воздух. Наши внутренние и внешние коммуникации должны характеризоваться использованием объективных заявлений о желаниях и целях. Чтобы создать атмосферу мира и счастья для себя и других,
мы должны быть осторожны и обдумывать слова, которые мы выбираем. Если вы хотите достичь своей цели, одна из стратегий – сосредоточиться на использовании языка для мотивации других людей. Все готовы для успеха этой стратегии. Я хочу сказать всем, кто читает это, что надежда не потеряна и что решение вашей борьбы почти в пределах вашей досягаемости. Вы должны чувствовать себя хорошо по этому поводу. Если это усугубляет вашу ситуацию, примите мои искренние извинения. Я искренне надеюсь, что мои искренние извинения дойдут до вас. Даже если жизнь преподносит вам неприятный сюрприз, помните, что Вселенная по-прежнему работает на вас. Важно помнить об этом, когда вы сталкиваетесь с неизбежными проблемами человеческого существования. Возможно, вам стоит подумать об этом. Вселенная дает вам полезную, положительную энергию, которую вы можете использовать для решения своих финансовых проблем, узнать больше о своей юге или в качестве компаса, если вам нужно. Вы можете сказать или попросить о помощи, это правда. Однако, независимо от вашей мотивации продемонстрировать этот навык, эта сила может полностью изменить вашу жизнь, предоставив долгосрочные выгоды, удивительные возможности и гораздо больше денег. Вы можете ожидать, что этот навык окажет значительное и глубокое влияние на вашу жизнь. Мы не должны забывать важные вещи, открытые нам таинственным Богом, называемым самым основным Богом. Подумайте об этом числе сейчас. Даже если вы подниметесь на вершину, вам придется часто останавливаться, чтобы полюбоваться потрясающим видом. Бог научил нас, что истинная слепота делает невозможным следовать Божьей воле, поэтому наслаждаться красотой окружающего мира так же важно, как подниматься на гору. Вы можете наслаждаться красотой вашего окружения и знать, что вам нужно время от времени отдыхать. Соблюдение мер предосторожности поможет вам получить максимальную пользу от всего мероприятия. Но продвигаясь вперед в исполнении своих желаний, помните, что не стоит ожидать мгновенного удовлетворения. Следуя этим шагам и с помощью некоторых американцев, вы сможете в полной мере насладиться взлетами и падениями, подъездными дорогами и всем, что выше. Путь имеет неожиданные изгибы и повороты. Поверьте, что в конце концов все будет хорошо и что время вашей поездки будет таким, как вы заслуживаете. Но согласитесь пойти в нужное время. Приход всемогущего космоса принес вам такое чудесное богатство. Особых полномочий больше нет нигде. Он надеется, что вы это понимаете. Он хочет, чтобы вы знали, что все это произошло из-за него. Он хочет, чтобы вы помнили, что вы несете ответственность за все, что произошло. Он надеется, что вы поймете его послание. Когда ничего простого невозможно, Бог делает это возможным. Он сделал это, никто больше не создает проблем. Бог незнакомцев и Бог невыразимых бед. Вы обретете утешение и покой, зная, что тот же Бог, который создал Вселенную, также действует во всех сферах вашей жизни. Иногда кажется, что все складывается так, как и было задумано. Штормы могут возникать по разным причинам, все детали подходят друг к другу, и вы знаете, что все готовы. Когда нужные люди направляют вас к нужным возможностям в нужное время, вы чувствуете, что все будет хорошо. Именно то, что вам нужно, когда взрывается тонна кирпичей, в это время вы по-настоящему исполняете свое предназначение и достигаете того, что было предназначено для вас в то время. В этом нет сомнений. Кажется,
вы прибыли в нужное место и в назначенное для вас время. Из вас потечет поток радости и удовлетворения. Возможно, вы знаете, что достигли пика в своей жизни, и именно поэтому вы такой. Создавая отвлекающие факторы и сокращая приглашения или обязательства, которые вызывают у нас ненужный стресс или усталость, мы осознаем важную необходимость уделять приоритетное внимание собственному здоровью и благополучию. Нам повезло делать то, к чему мы стремимся. Бог, единственный правитель неба и земли, дал нам это знание, чтобы мы могли жить полезной жизнью, полной удовлетворения. Даже если мы отвергаем просьбы и приглашения других, наши действия должны отражать то, насколько сильно мы любим себя. Вы должны поставить на первое место свои собственные цели и потребности. Чтобы я мог принять такое благословение, вы должны сделать что-то, чтобы ваши потребности и желания стали моими. Один из личных способов проявить уважение и заботу – честно сказать об ограничениях в своей жизни и установить эти ограничения для себя. Знание того, когда сказать «нет» – отличный способ показать, что вы цените и уважаете свои приоритеты в жизни. Как бы трудно это ни было, лучший способ вдохновить других придерживаться ваших собственных принципов и целей – это стремиться. Вы важный человек, заслуживающий похвалы и признательности, и вам не следует об этом забывать. Сообщать другим, что вы несчастны – ключевая часть сбалансированной жизни. Когда вы выходите куда-то ночью, это всегда должно быть у вас на уме. Прежде чем молиться, подумайте, что вы хотите сделать. Вы можете использовать его для связи со своей высшей энергией во время сна. Возможно, это поможет вам больше соединиться со своей верой и хорошо выспаться ночью. Если ты сделаешь это, ты окажешься. Очень важно чувствовать связь с силой, более могущественной, чем вы сами, а ежедневная молитва – важная духовная практика для снижения стресса и беспокойства. Найдите время, чтобы сообщить Богу о ваших мыслях, чувствах и заботах, какими бы большими и важными они ни были. Если вы поделитесь своим опытом, хорошим и плохим, перед Богом, это может привести к позитивным изменениям и более глубокому пониманию Его характера. Через молитву вы обретаете утешение, зная, что Бог всегда слушает и признает ваши нужды. Моя цель при написании этой книги – дать поддержку и надежду на лучшие дни впереди. Ваш прогресс и хорошие усилия являются признаками улучшения, и вы должны гордиться ими. Отправьтесь в путь самопознания и придерживайтесь своего пути, зная, что вас ждут неожиданные возможности и препятствия. Хотя жизнь временами может казаться неопределенной и быстро меняющейся, сохранение веры и целостности может привести к ясности и удовлетворенности в настоящем. Не забывайте быть добрыми к себе и преодолевать трудности стойко и сострадательно. Каждый шаг вперед – это свидетельство вашей силы и преданности делу. Сохраняйте непредвзятость, будьте терпеливы и верьте, что ваши мечты осуществятся в свое время. Проявив веру и терпение, вы встретите важные возможности и опыт, которые будут способствовать вашему личностному росту и самореализации. Имейте правильный настрой и используйте множество возможностей, которые может предложить жизнь. В каждой сфере вашей жизни, от мельчайших деталей до самых важных вех, есть безграничные возможности для роста и счастья. Сохраняйте позитивный настрой даже в трудные времена. Сохраняйте мотивацию и принимайте хорошее вокруг себя.
По большому счету, все складывается к лучшему. Всегда помните об этом. Когда вы преодолеваете жизненные взлеты и падения, каждое ваше действие приближает вас к вашим целям и судьбе. Осознайте и примите свою внутреннюю силу и стойкость, позволяющую преодолевать трудности, какими бы непреодолимыми они ни казались. Поддержание позитивного и продуктивного настроя позволит вам продолжать работать. Многие люди верят, что все запланированное происходит, поэтому это план на жизнь. Поверьте, что Вселенная на вашей стороне и готова помочь вам в достижении ваших целей. Вера в то, что вы здесь с какой-то целью, придает силы. Свободно выражайте свои мысли и определяйте свое место в пространстве. Ум может чувствовать холод, поэтому важно помнить об этом. Не позволяйте мелочам вызывать у вас эмоциональное расстройство. Вместо этого сосредоточьтесь на чудесных и замечательных событиях, которые вас ждут, и позвольте духу действовать через вас. Поделившись этим видео, вы можете помочь другим осветить свой путь. С какими бы препятствиями вы ни столкнулись, верьте в свою способность преодолеть их и открыться чудесным вещам, которые вас ждут. Сосредоточьтесь на планах своей души и заглушите свой голос. Даже когда это трудно, действия в соответствии со своими принципами показывают ваши ценности. Просите совета или помощи, когда дела идут плохо, и не забывайте тех, кто вас любит. Представьте, где вы будете через год, и составьте план решения проблем. Быть человеком значит сталкиваться с проблемами, но важно сосредоточиться на своих целях. Несмотря на препятствия, продолжайте идти. Помните, что плохие вещи оказываются хорошими. Несмотря на трудности, всегда есть надежда на лучшее будущее. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как выражать свои желания. Расположитесь в удобном месте и наслаждайтесь им в полной мере. Позвольте себе внушать уверенность. В начале каждого месяца закладывайте основу для будущих чудес. Увидьте грядущие великие события и примите радость и надежду. В этом месяце можно обнаружить кое-что интересное, так что будем ждать этого с радостью. Приготовьтесь получить все милости, которых вы заслуживаете, и множество благословений, которые во многих отношениях улучшат нашу жизнь. Когда кто-то добр к нам, мы должны быть готовы наслаждаться всем прекрасным, что встречается на нашем пути. Кроме того, получив доступ к его большой базе данных, мы должны в полной мере воспользоваться любой угрозой, которая может возникнуть в будущем. Мы усвоили часть знаний и мудрости, переданных нам тем, кто знает все. Более того, его пример побуждал нас никогда не отказываться от способов самосовершенствования и никогда не уставать, какими бы трудными ни были дела. Он призывает нас продолжать борьбу за справедливость. Всегда помните и желайте быть позитивными и тщательно обдумывайте то, что он сказал. Если вы продолжите идти и не сдадитесь, когда ситуация станет трудной, у вас будет больше шансов в конечном итоге получить заслуженное признание. Со временем вы достигнете своих целей. Сохранение самообладания необходимо для того, чтобы вести полноценную жизнь и преодолевать все жизненные трудности. Даже если вы упорно бежите и отказываетесь сдаваться, жизнь не всегда легка. Но мы не должны допускать, чтобы с нами происходили плохие вещи, которые могли бы изменить нашу личность. Важно знать ужасные вещи, которые происходят в жизни. Ожидая ответа,
важно помнить, что жизнь может быть трудной, а иногда и разочаровывающей. Знайте, что в вашей жизни будут трудные и болезненные времена. Если мы хотим иметь более позитивный взгляд на жизнь, нам не следует останавливаться на отрицательных сторонах любой ситуации, а стараться выделить ее положительные стороны. Это создает более позитивный взгляд на жизнь. В конечном счете, эти две вещи должны сделать нас счастливее и благословеннее. Я думаю, что важно искать положительную сторону, независимо от того, насколько мрачным или трудным это может показаться. Поскольку я сейчас физически с вами, вы можете быть уверены, что я готов с вами разговаривать или дружить так, как вам нужно. Такова ситуация на данный момент. Я недалеко от того места, где вы должны меня увидеть. Если это моя попытка показать вам, что я здесь, я никогда не смогу выразить вам свое восхищение и любовь. Я чувствую потребность поделиться. Моя любовь к тебе не знает границ. Когда дело касается тебя, моя любовь слишком велика, чтобы ее можно было переполнить. Бог говорил с людьми так, что это вошло в историю как знаменательный момент. Это означает, что наша планета Земля не похожа на межзвездную систему. Важно знать разницу между ними. Сейчас. Реклама служит призывом к действию и побуждает читателей помнить об этом в повседневной жизни и быть честными и сознательными людьми, которые что-то делают в связи с раскрытыми фактами. Я всегда ясно и честно говорил, что жизнь несовершенна и что боль – неизбежный спутник на этом пути. Со мной всегда так было. Я чувствую, что жизнь нелегка и трудности важны, поэтому я умею ладить со всеми. Я всегда иду легко, потому что уверен в своих силах решить любую возникающую проблему. Хотя я никогда никому не обещал, что жизнь будет легкой, я помню, как обещал, что всегда буду рядом, чтобы держаться за руки и проводить время с тобой, мой дорогой друг, как бы тяжело это ни было. Я обязуюсь соблюдать это обязательство, какими бы плохими ни были наши дела. Во всех случаях вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку. Моя информация или совет никогда не передавались и не давались другому человеку, чтобы его жизнь была чистой. Я могу полностью выполнить это обязательство, и это самое важное, что я когда-либо делал. Я клянусь сдержать это обещание изо всех сил, что у меня осталось. Важно помнить, что когда дела идут плохо, лучше сдаться, даже не пытаясь. Мы должны противостоять этому искушению любой ценой. Но сказав это, я с вами согласен. Мы не должны забывать об этом и всегда помнить об этом. Вы единственный на Земле, кто получает от этого пользу, и нельзя отрицать, что на небесах есть святое место. Такой человек, как вы, является самым ценным слугой в международном сообществе. Я верю, что в ваших будущих жизнях вы пожнете благословение за все добрые дела, которые вы совершили, пока были на земле. Я уверен в вашей способности проявить настойчивость и доказать свою ценность для такого рода работы, которая является прямым результатом ваших хороших качеств, навыков и амбиций. Вы совершили много добрых дел, и без сомнения, благодаря вашей милости вы получите результаты в следующем рождении. Быть таким. Аминь. Проживите очень успешную, плодотворную и счастливую жизнь, если вы доверяете Богу. Я очень надеюсь, что Он поместит вас в такое место,
где вы всегда сможете быть спокойными и счастливыми, не причиняя себе вреда, не плача и не чувствуя себя плохо. Это место, куда люди приходят, чтобы расслабиться, вздохнуть легко и обрести покой. Они предпочитают хорошую температуру и спокойное место. У людей должно быть место для отдыха и расслабления, где они могут избавиться от своих забот и тревог, где они могут оставить заботы мира снаружи. Вернулся и обрел царство чистого блаженства. Никогда не забывайте, что Бог всегда с вами, направляя ваш путь и в хорошие, и в плохие времена. Помните об этом. Это очень важно. Поэтому не стоит забывать. Обычно это происходит независимо от того, какова ваша жизнь сейчас и с какими трудностями вы сталкиваетесь. Чтобы подчеркнуть важность этого урока, отметим, что он особенный. Это особенно важно, когда вы сталкиваетесь с проблемами и ситуациями. Какой бы ни была ваша текущая ситуация, это правильный поступок. Одна из вещей, которая помогает нам преодолеть трудные времена и найти источник надежды и силы, которые мы чувствуем, когда оказываемся в самых трудных ситуациях. Как только мы полностью поймем его значение и важность, мы сможем найти в нем утешение, какими бы плохими ни были дела. Возможно, это мотивация, которая нам нужна, чтобы продолжать идти вперед. Людям, испытывающим чувство изоляции и неуверенности, возможно, придется выражать оба чувства одновременно. Этот трюк вводит в заблуждение многих людей. Этим идеям трудно сопротивляться, потому что они очень интересны. Но даже если вы сейчас испытываете эти чувства, есть шанс выздороветь. Важно помнить, что Бог всегда с нами и никогда недалеко, даже если мы не видим Его постоянно. Поскольку Он любит нас и помогает нам, это самое важное, к чему мы не должны относиться легкомысленно. Как правило, мы выражаем благодарность. В этом мы всегда находим утешение и силу. Нам нужно подготовиться к худшему сценарию развития событий. Они всегда помогают и любят. Знание того, что Бог всегда с нами, дает нам мир, особенно во времена неуверенности и беспокойства. Это потому, что Бог всегда рядом. Здесь мы изучаем священные писания Второзакония как группа. Мы тронуты до слез, когда видим глубокий и вдохновляющий отрывок. Столкнувшись со сложными людьми или ситуациями, важно не забывать сохранять самообладание и не поддаваться искушению поддаться страху или тревоге. Более того, мы можем найти утешение в том, что Иегова, наш Бог, всегда с нами, давая нам необходимую помощь и силу. Мы можем понять Его и согласиться с Ним, потому что Он не оставит нас и не проигнорирует нас, какими бы плохими ни были дела. Это дает нам силы противостоять предстоящим вызовам. Поэтому не совершить ошибок в этой ситуации невозможно. Прежде всего, мы не должны позволять этому отнимать нашу веру в Господа или наше знание того, что Он всегда с нами. Сохраняйте свою непоколебимую приверженность им. Большинство людей верят, что существует божественная сущность, которой они поклоняются и которую уважают, что у каждого человека есть цель в жизни. Многие придерживаются этого убеждения, поскольку приписывают создание поля и вещей Богу. По мнению людей, это руководство было тщательно продумано с учетом потребностей некоторых людей. Бывают моменты, когда мы задаемся вопросом, есть ли у нашей жизни цель или направление.
Некоторые люди считают, что эта программа разработана для конкретного человека и проработана. Много усилий было потрачено на разработку этого метода, который специально разработан для удовлетворения потребностей каждого человека. Согласно многим источникам, каждому следует иногда задуматься о том, что значит прожить жизнь и почему он продолжает это делать, столкнувшись с множеством путей. Людям легко запутаться. Это может привести к путанице в отношении того, как правильно задавать вопросы или передавать их. Иногда трудно понять, что правильно, потому что мы обеспокоены или растеряны. В этом руководстве рассматриваются сильные и слабые стороны каждого из них, а также наша текущая ситуация. Не менее важно, чтобы мы доверяли ему и искали его помощи, чтобы справиться с изменениями и проблемами, которые ждут нас на этом пути. Это значительно увеличивает наши шансы обрести покой, который приходит от осознания того, что мы следуем по пути, который Он проложил для нас, и движемся к цели, которую Он задумал, когда создал нас. Господь дал тебе несравненную мудрость, прозорливость и знание своих планов на твою жизнь. С помощью этих советов вы сможете собрать деньги и создать желание для своего будущего. Со стороны них совершенно неуместно преследовать вас или лишать вас денег. Нет никаких причин, чтобы они были для вас скучными или дорогими. Бог хочет, чтобы Его народ жил жизнью, полной надежд, мечтаний и обещаний, и глубоко задумывался над идеей о том, что у каждого есть план и план на свою жизнь. Это умная идея, которую вам следует рассмотреть. Зная, что Он умоляет нас совершать полезные действия, мы молимся, чтобы полностью довериться Ему и повиноваться Его повелениям. Милость и благость Божия неописуемы. Какова настоящая причина этого? Потому что это находится за пределами нашего воображения и границ того, что мы можем знать. Это, без сомнения, доказывает, что Бог заботится о каждом из своих детей, независимо от того, что мы сделали в прошлом, хорошее или плохое. Бог всегда любит и прощает нас. Сделав глубокий вдох, мы всегда можем рассчитывать на Божью милость и прощение, независимо от того, насколько далеки наши ожидания или наши предыдущие хорошие или плохие решения. Это все равно, что сказать, что нам нужно начать с чистого листа. Нас поощряет настойчивость из-за любви и внимания Бога, который учит нас, что есть надежда на спасение и что наше будущее не определяется нашим будущим. Тот факт, что Бог любит нас и заботится о нас, дает нам уверенность в том, что делать дальше. Становится яснее, что нет никакого дела, вмешивающегося в эту жизнь или ход событий. Это дает нам надежду, потому что доказывает, что Бог может простить нас и простить нас, несмотря ни на что. Наша первая цель – жить так, чтобы проявлять благодарность за любовь и прощение, которые Христос уже дал нам. Мир, который дает Бог, трудно описать словами, и еще труднее человеческому разуму полностью уловить или постичь его присутствие. Это наша абсолютная неспособность. Понимание или переживание комфорта пребывания в присутствии Бога не умаляет комфорта, который мы испытываем там. Мы не знаем достаточно, чтобы дать удовлетворительное объяснение или предложение, неопределенное и трудно предсказуемое. Возможно, полезнее жить в неопределенной среде. Это потому, что поле вокруг нас постоянно меняется. Когда что-то происходит, нас часто охватывает стресс и тревога. Это потому, что темп нашей современной жизни
не позволяет нам справляться со всем хаосом и неразберихой вокруг нас. Найти моменты покоя может быть непросто. Вы можете ожидать, что это станет источником вашего стресса и беспокойства. Я понимаю, почему это будет проблемой. Помни о том, что эти чувства являются нормальными в мире, в котором мы живем, и что есть способы справиться с ними, когда бы они ни возникали. Вы можете найти спокойные моменты для практики и опыта. С ними можно справиться. Дополнительный важный фактор. Когда мы ищем утешение в небесных вещах, мы можем ощутить мир, который невозможно описать словами. Мы не рисовали и не можем этого утверждать. Мир, который у нас есть, это дар Божий. Это свидетельство Его глубокого хладнокровия, а также Его доброты и заботы. Он может скрыть от вас эту часть. Нет другого места, где можно найти покой, который вы ищете, кроме Него. Если мы знаем, что мир Божий все еще с нами, мы должны искать Его. Это поднимает нам настроение. Истина в том, что мы всегда можем достичь мира, которого хочет для нас Бог, утешая, какой бы трудной ни была жизнь. Точно так же, как вам нужно подумать о чем-то, чтобы улучшить свой опыт, Бог, всемогущий Создатель поля, никогда не оставит и не покинет вас. Вы можете обнаружить, что это заставляет вас хотеть большего. Поскольку я дал вам это обещание, вы можете на это надеяться. Истина в том, что Бог настолько любит людей, что постоянно наблюдает за ними. Это особенно верно, когда люди сталкиваются с мрачными моментами в своей жизни и чувствуют себя одинокими и беспомощными. Посреди невзгод, когда ты чувствуешь себя беспомощным и покинутым, ты можешь быть уверен, что Бог любит тебя. Его любовь к нам сильна и прекрасна и становится сильнее с течением времени. Некоторым людям полезно знать, что они не одиноки и что другие люди переживают аналогичные вещи. Когда они чувствуют себя подавленными и разочарованными, Бог всегда с нами, предлагая совет и силу, когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями. И мы знаем, что мы не единственные, кто с этим сталкивается. Тот факт, что Божья любовь и благая весть проведут нас через любые испытания, с которыми мы можем столкнуться, это то, с чем мы можем согласиться, чтобы жить кроткой жизнью, гладкой и легкой в будущем, если не время от времени. Обращайтесь к Священному Писанию за руководством. То, что они раскрывают о Божьем плане и плане для человечества, легко понять, поскольку Священное Писание точно описывает Божьи планы и обязанности человека. В этом случае, с другой стороны, вы можете рассматривать Библию как маяк, указывающий путь к праведности. Мы постоянно находим множество признаков, противоречащих друг другу. Итак, в этом очень сложном мире мы часто растеряны и слабы. Но это часто случается. Светлое будущее предвещается вспышкой света, несмотря на широко распространенный хаос и беспорядок. Источником этого луча надежды является Библия, которая объясняет, как просто жить. Он полностью функционален, то есть имеет определенную цель и отвечает нашим потребностям. Мы можем решить любые проблемы. Нет никаких разумных сомнений в том, что Божьи обещания истинны и надежны, если мы придерживаемся принципов и указаний Библии. У Бога есть история выполнения своих обещаний, независимо от того, как мало времени прошло. То, что Он всегда держит свои обещания, очевидно. Здесь, как христиане, нас утешает тот факт, что наш Бог не колеблется в своих обещаниях, и Его вера позволяет нам верить Его словам. И знание того, что мы поклоняемся Богу,
который исполняет свои заветы, дает нам ощущение праведной жизни. Все Божьи обещания, от обещаний, данных Аврааму и пророку, до обещаний, которые Он дал тем, кто следует за Ним, бережно сохраняются на небесах. Бог никогда не нарушает обещания, данного другому человеку. Уверенность в том, что Он сдержит свои обещания относительно нашей жизни в этот момент, побуждает нас полностью довериться Ему. Важно помнить, что Бог всегда с вами в трудную и трудную минуту. Никакое время не сможет изменить этот факт. Даже если у вас сейчас много дел, уверяю вас, это правда. Его миссия – предоставить вам уникальный, единственный в своем роде план вашей жизни, который позволит вам осуществить свои мечты и осуществить все ваши желания. Если вы упадете, благодаря своей бесконечной нежности и мягкости Он поможет вам подняться и научит вас, как прожить лучшую жизнь. Неважно, сколько раз вы упадете или сколько раз едете, Он всегда будет любить и заботиться о тебе. Если нет, то можете быть уверены, что Он действительно вас любит и сможет исполнить ваши желания. Вы можете быть уверены, что Он совсем справится. Большое утешение знать, что Бог все еще рядом и всегда прокладывает путь вперед. Это может быть вашим путеводным светом, даже если вам не хватает руководства или вы заблудились. На небесах всеведение и всемогущество обеспечивают абсолютное знание и высшую власть, что приводит к отсутствию гнева на других и оценки, основанные на стандартах Святого Духа. Мне не нравится такое отношение, и я не вижу другой возможности того, что Святой Дух больше не хочет делать определенные вещи, что противоположно отношению к освобождению от сурового наказания или оскорблений, основанных на наших ошибках. Кроме того, Божья награда не равна нашим грехам, а Его любовь к верующим находится за пределами человеческого понимания. Чтобы понять величие любви Божией, сравните ее с бесконечным пространством между землей и небом, которое вечно независимо от времени и пространства. Экватор является символом глобального масштаба Божьего милосердия, допуская при этом местное наказание, но поскольку его глубокая забота, кажется, искореняет наше плохое поведение, и мы чувствуем себя чистыми, почитание и восхваление Бога должно поощрять наши усилия и отдавать предпочтение Его влиянию среди стремлений к жизни. Так как есть всемогущий надзиратель, обеспечивающий реагирование на все просьбы, чувство спокойствия и уверенности. Несмотря на человеческие слабости, беспокоиться о будущем – это нормально. Но воспоминание о Божьих отношениях может облегчить беспокойство. Когда мы зависим от Него, мы находим утешение, зная, что наши нужды удовлетворяются и что мы можем наслаждаться тем, что любим, под Его бдительным оком. Принятие настоящего и доверие к Божьему обеспечению обеспечивает реализацию, подкрепленную Его бесконечной силой, доступной всем. Надежда на будущее должна вдохновлять и утешать среди, казалось бы, непреодолимых проблем. В разгар борьбы знания присутствия Бога создает устойчивость, дает силу и руководство. Выражение коллективного мужества в борьбе с жизненными трудностями, подкрепленное присутствием Бога, вызывает радость и благодарность. Каждый успех, каким бы великим он ни был, является свидетельством божественной помощи, подчеркивающей веру в то, что трудности можно преодолеть. Благодарность за божественную помощь и надежда на новую силу и стойкость порождают надежду и хвалу. Аминь.